الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илля-Аллах, Мухаммад Расулуллах». Также наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, сказал: тот, кто придет в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, тому Аллах даст награду, как будто он совершил полноценный хадж. Дай Аллах, чтобы Он те обещания, которые дал, мы это заслужили, и те знания, к которым мы стремимся, те знания, которые мы получаем, они принесли нам пользу как в этом мире, так и в ахирате. Альхамдулиллах, по милости Аллаха, продолжаем цикл лекций 30-го джуза, и сегодня с вами, иншаллах, поговорим о суре Шамс. Аллах субханаху ва тааля, говоря об этой суре, да, он начинает «Вашамси вадухаха». То есть Аллах субханаху ва тааля клянется солнцем и ее сиянием. И вот здесь, посмотрев на солнце и посмотрев на ее сияние, мы должны понять, это одно из величайших знамений Аллаха субханаху ва тааля. Почему? Потому что если Аллах субханаху ва тааля, Он, создав это солнце, соразмерив его и хотя бы на 1 миллиметр приблизит к земле, то все живое здесь сгорит. Или же наоборот, отдалив всего лишь на малую часть, здесь все замерзнет. Из-за этого солнце является одним из величайших знамений Аллаха субханаху ва тааля, которое Он сотворил, и солнце дает нам свет, тепло. И для чего? С какой целью? Да, подчинившись Аллаху, чтобы мы могли поклоняться только Ему и осознавая Его могущество. Дальше Аллах субханаху ва тааля говорит: «Валь камари иза таляха». И Аллах субханаху ва тааля клянется луной, когда она следует за Ним, то есть за солнцем. И давайте посмотрим на Луну, как она заменяет солнце и также дает свет. И это тоже одно из знамений Аллаха, и как они по очереди приходят. И никогда Луна не остается вместо Солнца, и Солнце никогда не остается вместо Луны. Нет, всегда происходит их поочередность. И это тоже является одним из знамений Аллаха, то, что вот это все происходит по Его законам и никогда не изменяется. И даже мы знаем, когда Ибрахим алейхиссалям обратился к фараону и сказал то, что мой Господь оживляет и умертвляет. Фараон сказал: я тоже оживляю и умертвляю. Вызвав 2 пленных, приказал одного убить, а одного оставить живых. И тогда Ибрахим что сказал? А мой Господь выводит солнце с востока. Так выведи же, если ты Господь, солнце с запада. И тогда тогда фараон ничего не смог сказать. Почему? Потому что все подчиняется только Аллаху субханаху ва тааля. Дальше Аллах субханаху ва тааля говорит: «Валлейли иза яхша, а ваннахари иза джаллаха». И Аллах субханаху ва тааля клянется днем, когда она являет его. То есть, когда наступает день, когда Аллах субханаху озаряет, и когда люди начинают двигаться, работать, зарабатывать и получать свой ризк, Аллах субханаху ва тааля дает нам этот день для того, чтобы мы жили.
жили и зарабатывали. И что самое главное, чтобы мы понимали и подчинялись приказам Аллаха. Почему? Потому что дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валлейли иза яхшаха», и ночью, когда она покрывает его. То есть день. Здесь то же самое. То есть после того, как наступил день, после него приходит ночь. И после ночи приходит день. И никогда 2 дня подряд не бывает. Из-за этого вот эти великие знамения Аллах Субханаху ва Тааля для нас привел для того, чтобы мы задумались и осознали Его могущество. Не то, что мы, какие-то маленькие создания, которые иногда проявляют свое высокомерие, когда-то не подчиняемся приказам, а такие великие знамения, как день с ночью, как солнце и луна, они подчиняются приказам Аллаха беспрекословно. И мы, осознав это, поняв, тоже должны подчиняться Его законам. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вассамаи ва ма банаха». И я клянусь небом и тем, кто его построил. То есть давайте поднимем свою голову и посмотрим. Небо, которое весит тонны, а кто его держит? Где его столбы? Почему? Потому что если посмотреть на нашу крышу, то оно без опор что сделает? Упадет. Оно не сможет стоять. А Аллах Субханаху ва Тааля по своей милости и по своему могуществу сотворил небеса без опор. Мы их не видим. И Аллах Субханаху ва Тааля ими клянется. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валь арды ва ма тахаха», и землей, и тем, кто ее распростер. И также Аллах Субханаху ва Тааля клянется землей, на которой мы с вами живем, которая дает нам плоды, из которой мы питаемся, получаем ризк. И посмотрите, если земля не будет нам давать свои плоды, то тогда что произойдет? Люди просто умрут. Но нет, Аллах Субханаху ва Тааля проявляет свою милость. Он дает нам пропитание каждому из нас, и не только людям, но и животным, птицам, насекомым. Всем Аллах Субханаху ва Тааля дает свое пропитание. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля этими 6 вещами, созданиями поклялся для чего? С какой целью? И дальше в 7 аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ва нафси ва ма савваха». Я клянусь душой, которую я сотворил, сделал соразмерной. И посмотрите, как Аллах Субханаху ва Тааля создает человека. С какой мудростью. И если посмотреть, как развивается плод в утробе матери, это великое знамение. И дальше, если мы посмотрим на себя, на наши глаза, уши и все остальное, то Аллах Субханаху ва Тааля нас сотворил. И все, что вокруг нас, Он подчинил для того, чтобы мы могли только Ему поклоняться. Но, к сожалению, человек, он высокомерен. Он забывает своего Господа, и он дает предпочтение этим мирским благам. И забывает то, что Аллах Субханаху ва Тааля ему приготовил. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
и внушил этой душе любовь к грехам, а также и остережению от этих грехов. То есть мы знаем, Аллах Субханаху ва Тааля нас создал слабыми. Мы слабые. И иногда некоторые люди могут сказать, то, что я Господь, как это сказал фараон, или я могу это сделать, я заработал. Но нет. Мы сделали причину, и вот эти блага нам дал Аллах Субханаху ва Тааля. И за это мы должны Его, конечно же, благодарить. А благодарить как? Подчиняясь Его приказам и остерегаясь Его запретов. Но, опять-таки, мы из-за нашей любви к мирским благам, грехам забываем об этом. Не стремимся к довольству Аллаха. Думаем то, что я смогу, я сделаю, я добьюсь. Да, мы должны ставить такие цели, но должны понимать то, что я совершаю только причину, а уже результат от Аллаха Субханаху ва Тааля. И совершив причину максимальную, мы все полностью должны отдаться, полагаться на Аллаха. И никак на эту причину. А многие люди забывают об этом. Забывают то, что Аллах Субханаху ва Тааля позволил тебе совершить эту причину. Он дал тебе это, и больше никто. У кого-то есть власть, у кого-то есть имущество, у кого-то есть дети, альхамдулилля. Но это не ты заработал, не своим умом и не своим положением. Нет, ты сделал причину, и Аллах Субханаху ва Тааля тебе дал это. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Кад афляха ман заккаха». И действительно преуспел тот, кто очистил ее, то есть душу. И вот здесь давайте посмотрим свое сердце. Куда мы стремимся? Что мы желаем, живя вот в этом мире? Какого результата мы хотим добиться? И чаще, о чем мы думаем? Кого мы вспоминаем? Чье довольство мы ищем? Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля, сотворив столько благ, показав нам столько знамений, и даже после этого Он нас очищает, дает свои блага, дает возможности, когда мы совершаем грехи, очистить свою душу, вспомнить Его, вернуться к Нему. Но после тяжести, когда Аллах Субханаху ва Тааля нам проявляет свою милость, очищает нашу душу, и мы обратно забываем Его и стремимся к этим мирским благам. А ведь нам всего лишь-то жить сколько? Кому-то 20 лет, кому-то 50, кому-то 70. И вот он, рай. Вот оно, вечное блаженство. Но нет. Мы хотим здесь и сейчас
наслаждаться. Мы хотим здесь и сейчас кушать вкусно, ездить на хорошей машине, жить в большой просторной квартире или в доме. Но мы должны понять, мы должны какое-то усилие приложить, чтобы потом в раю наслаждаться. А ради этого мы что-то должны потерять, какую-то трудность пройти, какое-то испытание пережить. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля, конечно же, нас испытывает. И тот, кто очистит свою душу, он, иншаллах, попадет в рай. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. И действительно понес урон тот, кто утаил ее. То есть он не очистил свою душу, он не вернулся к Аллаху, он забыл про него и полагался, думал, то, что вот здешнее положение, власть, имущество, деньги, дети помогут ему. Но как же он ошибался? Почему? Потому что все, что мы имеем, мы будем отвечать перед Аллахом. И те упущения, которые мы совершаем, и те возможности, которые мы не используем, за это Аллах Субханаху ва Тааля с нас спросит: почему ты не делал этого, имея на это возможность? Почему ты не изучал религию свою? Почему ты не приходил в мой дом? А все почему? Потому что мы предпочитаем к райским благам что? Эти мирские блага. Так давайте же не заменять чем-то малым то, что нас ждет. Давайте проявлять усердие, терпение на этом пути. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля показал нам, напоминает нам, что было с народами. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля что говорит? «Каззабат Самуду битагваха». Что он говорит? Сочли лжецом самудиты из-за своего беззакония. И вот здесь, чтобы мы лучше поняли, Аллах Субханаху ва Тааля приводит пример. Кого? Самудян. Тоже был такой народ. Аллах Субханаху ва Тааля дал им блага, силу, имущество. И они начали забывать своего Господа. И Аллах Субханаху ва Тааля отправил им пророка Салиха, чтобы он научал, напоминал им. Но они сочли его лжецом. И когда Аллах Субханаху ва Тааля показал им знамение, которое они просили, чтобы Аллах дал им верблюдицу, и Салих обращался к Аллаху, просил: покажи им знамение. И Аллах Субханаху ва Тааля всемогущий показал им это. Он даровал им верблюдицу, которая пила из их колодца один день, да? А другой день самудяне, они брали из этого колодца воду и пили. То есть по очереди. И эта верблюдица давала им молоко. Но несмотря на все это, они сочли
пророка Салиха лжецом. Не приняли это знамение из-за своего беззакония. Они думали то, что их никто не накажет, не постигнет та участь, которую Салих обещал им. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вимба'аса ашкаха». Вот вызвался из них несчастнейший. То есть из этого народа один, который был очень уважаем среди них, занимал почетное место, он вызвался убить ее, то есть верблюдицу. Почему? Они говорили то, что она мешает нам жить, потому что мы не можем вдоволь брать воду, потому что в этот день, когда она пьет из колодца воду, она всю выпивает. Но ведь Аллах Субханаху ва Тааля сделал так, то, что она в этот день дает молоко, которым вы можете насытиться, и это лучше для вас. Но нет, они не приняли это. И он что сделал? Он подрезал поджилки верблюдице, несмотря на то, что пророк Салих говорил: не убивайте ее. Если вы ее убьете, то Аллах Субханаху ва Тааля вас накажет. Но они, сделав это, начали еще больше издеваться над пророком Салихом и теми, кто за ним последовал. Они говорили то, что ну где наказание твоего Господа? Вот же мы сделали свое дело. И тогда فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Оставьте вы эту верблюдицу, не убивайте. Но они убили, и тогда Аллах Субханаху ва Тааля сказал пророку Салиху: им 3 дня. Для чего? Для чего? Чтобы они попросили прощения. Смотрите, Аллах Субханаху ва Тааля постоянно проявляет свою милость, дает отсрочку. Но эти люди, они не осознали свою ошибку. И даже когда мы, живя вот в этом мире, совершаем какие-то ошибки, то мы их должны признать. И признавая свои ошибки, это не указывает на слабость. Наоборот, это указывает на нашу мудрость. Мы должны признавать свои ошибки и попросить за это что? Прощение. Почему? Потому что если мы этого не сделаем, то Аллах Субханаху ва Тааля нам воздаст за то, что мы заслужили. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. И после того, как они совершили этот великий грех, Аллах Субханаху ва Тааля наказал их за их грехи, как ниспослав очень сильный шум. И Аллах Субханаху ва Тааля их всех уничтожил. Всех, кроме тех, кто был с пророком Салихом. Всех абсолютно. Чтобы они в этом мире не совершали грехов. И чтобы, вернувшись к Аллаху Субханаху ва Тааля, получить по заслугам.
в последнем аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валя яхафу уқбаха». И Аллах Субханаху ва Тааля не боится наказаний. То есть, посмотрите, если какой-нибудь человек совершит что-то, то он потом может бояться последствий. Например, кто-то украл, и он боится, что его могут наказать. Кто-то кого-то обвинил не по праву, и он боится что вот эта ложь, она раскроется. Но Аллах Субханаху ва Тааля, Он никого не боится. Почему? Потому что Он каждое действие, каждое наказание дает по заслугам. Он никого не наказывает просто так. И если с нами случается что-то, какая-то болезнь, беда, проблема, это все из-за чего? Какая причина? Причина в том, что мы где-то что-то сделали неправильно. Мы где-то что-то согрешили. И Аллах Субханаху ва Тааля из-за своей милости хочет нас очистить, исправить, и чтобы мы вернулись к Нему. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля приводит эти рассказы, эти примеры, чтобы мы задумались. Те блага, которые у нас есть, мы ими пользуемся каждый день. Благодари Аллаха Субханаху ва Тааля. Скажи Ему спасибо. Совершай благие дела, подчиняйся Его приказам и не забывай то, что скоро мы к Нему вернемся и будем отвечать, а готовы мы к этому или нет. Готов ли я к встрече с Аллахом? Совершил ли я столько дел, чтобы Он был мною доволен? Заработал ли я рай, в котором буду вечно наслаждаться? Или же все еще стремлюсь к этим мирским благам? Все еще думаю, как бы мне больше поставили лайков, чтобы больше у меня было подписчиков. То есть, совершая вот эти дела, ты куда стремишься? Что ты желаешь? Чье довольство ты ищешь? Об этом мы должны задуматься. Готовиться. Почему? Потому что все это, мирские блага, останутся здесь, в этом мире. А дела, поступки и наши слова пойдут с нами. И мы за них будем отвечать. Так давайте готовиться, помогать друг другу и призывать, чтобы мы предпочитали ахира, то есть рай, вечное блаженство, чем эту дунью. Субханаллах ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайр. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله